Дорогие жители и гости столицы, 8 июля впервые в республике состоится масштабное праздничное шествие-парад Республиканского семейного фестиваля, приуроченного ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Парад пройдет по улице Кирова. На нашем семейном фестивале на территориях Комсомольской площади и Центрального парка культуры и отдыха пройдут тематические мастер-классы, ярмарки продаж, выставки и различные детские конкурсы. В честь праздника семьи, любви и верности в 17 часов состоится праздничный концерт, а также пройдут конкурсы новобрачных на лучшее признание в любви и верности, конкурс детских колясок на лучшее оформление. За первые места легендарный круиз на Ленские столбы на теплоходе от Лена Турфлота и много других ценных призов. Приглашаем всех провести этот день в кругу семьи, набраться сил и позитивных эмоций. Мы начинали с малого, а сейчас мы снабжаем половину Западной Якутии всеми необходимыми продуктами и товарами. Мы идем дальше, открыли пекарни, кондитерский цех, собственное производство молока, мяса, развиваем торговлю и логистику. Наша сила в нашей команде. Спасибо Алмазэргенбанку за то, что с нами. С первого кредита 25 лет назад до льготного кредитования быстрые меры под 8% годовых сейчас. Алмазэргенбанк, мы доверяем. Приобретайте морозостойкие термодвери 7 дверей СТА в наличии и под заказ, разработанные по своим технологиям, с учетом климатических особенностей Крайнего Севера, опытом работы в городе Якутск 20 лет и гарантией 2 года. Клиника «Варикоза нет». Первичный прием хирурга-флеболога с УЗИ обеих ног – 1000 рублей. Звоните 319 019. ЖК «Атмосфера» объявляет старт продаж квартир комфорт и бизнес-класса. Впервые в городе Якутске уникальный жилой комплекс. Это удобные планировки, улучшенный дизайн вестибюлей, двор без машин, современное благоустройство территорий, удобная транспортная развязка с доступом в любую точку города, беспрецедентное количество парковочных мест. Для наших покупателей самые низкие ставки от всех крупных банков. Уважаемые любители спорта, в частности футбола, мы продолжаем просмотр встречи между командами Нюрбинского и Усть-Алданского районов в рамках группового этапа турнира по мини-футболу. Ведет в счете с приличным отрывом команда Усть-Алданского Улуса. Хозяева соревнований очень уверенно проводит данную встречу. Чего пока не скажешь о Нюрбинской команде, но мы видим то, что активно сменяются четверки нюрбинцев. И сейчас, конечно, они попытаются размочить, счет. Потому что в случае поражения, как я понимаю, это последняя игра на этом турнире для нюрбинцев. И, конечно, хотелось бы уйти с высоко поднятой головой. Но видим, как здорово катают мяч усть-алданцы. Ах, даже так. В 5 полевых играет Усть-Алданский Улус. Это ситуация, как и вчера, в матче Якутска с Горным Улусом. Афанасий Федоров показал, что будет бить, но потом дал передачу 5-му полевому. Комбинирует усть-алданцы. Вчера Якутск тоже, ведя в счете 4-0 в матче с Горным Улусом, тоже выпустил 5-го полевого в лице Никиты Евтушенко. И получается как я вижу эту ситуацию, это то, что перед стадией плей-офф команды практикуют, оттачивают навыки игры в 5 полевых. Но сейчас, тоже, на самом деле, по логике вещей, например, ожидается, наверное, более
факт того, что, например, вот Нюрба вытащила бы 5-го полевого в качестве риска. Но нет, тут ситуация зеркальная. Афанасий Федоров хотел очень тонко сыграть, перекинуть вратаря. Но вратарь справился с этой задачей. И тут же продолжаются качели. Джилус Пестряков с мячом. Федоров. Пестряков. Будет передача. Да, есть передача на Афанасия Федорова. Удар с левой ноги. Хэт-трик. Хэт-трик Афанасия Федорова. Принимает поздравления 7-й номер усть-алданской команды. И сразу смена в составе усть-алданского улуса. Нет, не вся четверка села на скамейку. Афанасий Федоров покинул площадку. И вместо него появился Андрей Иванов. Ну вот. Прекрасный ракурс, который отчетливо показывает коридор, образовавшийся, куда и последовала передача в сторону Афонии. И Афанасий Федоров с убойной позиции расстрелял. Так, ну тут страсти кипят. Виталий Воронов потолкался с Джилустаном Пестряковым. Ну, тут пару ласковых, да, быстренько обсудили эту ситуацию игроки. Но Джилустан Пестряков, конечно, он по характеру боец. Всегда заряжен. Не говорю то, что у него слишком много вот этой вот спортивной агрессии, да, нет, ни в коем случае. Я говорю вот именно про заряженность, про бойцовские качества Джилустана Пестрякова. Такие игроки вот нужны в любом коллективе. Так, ну тут и пошли уже фолы, да. Конечно, хотелось бы, чтобы вот такого было поменьше в наших играх. Андрей Иванов тут у нас на паркете получил по лицу. Бывает иногда такое, то, что страсти накаляются, и вот начинается, да, череда фолов. То, что обе команды уже взвинчены. Ну, тут даже тренеры сейчас выходят на паркет. Активно у нас идет обсуждение минувшего эпизода. Ну и тут, конечно, надо разбираться с судьям. Но Андрей Иванов поднимается и покидает площадку или же останется в игре. Нет, остается в игре. Да вот этот эпизод. Ну да, по хоккейному встретили Андрея. И штрафной. Так, Виктор Винокуров у мяча. А нет, не Виктор Винокуров. Есть удар. Это Андрей Иванов пробивал. Угловой. Попытка пробить с лету. Не получилось. Идут вперед усть-алданцы. Хорошо встретил соперника Петр Слепцов. И остановил атаку. Но тут Виктор Винокуров и Владимир Жирков недопоняли друг друга. Мяч потеряли. Но тут игровой снаряд, кажется, да, покинул пределы площадки. Нет, нарушение правил все-таки. И Петр Слепцов делает навес в сторону ворот соперника. Шесть с половиной минут команды отыграли. Но на второй тайм нюрбинцы вышли, конечно, хорошенько
С настроем дела во втором тайме у них лучше, потому что действительно выступать с таким крупным счетом и... Ну что делать? Надо биться. Не опускать же руки, да? Есть только один вариант. Команда еще окончательно не посыпалась, мы это видим. Команда пытается предложить свой футбол, навязать свою игру. Ну и устилданцы, конечно, вот периодически, да, свой натиск как-то уменьшают. Поиграли они в 5 полевых. Сейчас вернулись на стандартную схему, к стандартной схеме. Хорошо держат мяч все-таки устилданцы. Вот мы видим, да, с общей камеры это хорошо видно. Вот это вот геометрия мини-футбола, движение всей команды, смена позиций. Немножко в темп не попали устилданцы. Тут Виктор Винокуров, если бы добегал, конечно, очень опасный момент мог бы быть. Но мог бы, не считается в мини-футболе. Напомню, что по регламенту турнира у нас 23 минуты идут в формате грязного времени. И последние 2 минуты у нас идут чистыми. То есть со всеми остановками. Угловой. В пользу устилданцев. В кашу мяч был отправлен, но там сразу 3 игрока нюрбинцев оказались на этой позиции. Сергей Волошин отыгрывает на Федорова. Пестряков. Ну вот основная сейчас четверка на паркете у устилданцев. Ой, как здорово. И Афанасий Федоров. Автогол. Автогол. Второй автогол в составе нюрбинского Улуса. И на сей раз автором автогола становится Петр Слепцов. Пытался он спасти. Гол в ворота команды Нюрбинского района. Автогол забил Слепцов. Пытался спасти свои ворота, но не получилось у Петра Слепцова. Ну и Афанасий Федоров, мы помним, да, в первом тайме тоже выходил по диагонали 1 на 1 и пытался перекинуть стража ворот нюрбинцев, но вратарь тогда отвел угрозу, и сейчас тоже Афони с этой позиции перекидывал. Ну, вполне может быть то, что Афоня и не хотел отправлять мяч в створ. Он делал такую передачу на Сергея Волошина. Мы вот сейчас на повторе видели, что Волошин забегал на эту позицию. Момент нюрбинцы хорошо организовали. Не хватило точности вот именно в последних действиях. Петр Слепцов на Айтала Николаева играет. Айтал Николаев. Петр Слепцов продемонстрировал свой дриблинг. Сохранил мяч, все еще держит. Виталий Михайлов сейчас получит мяч. Вот как здорово. Джилстан Пестряков остановил эту опаснейшую атаку. Хорошую комбинацию провели нюрбинцы. Вот моментами, да, очень здорово комбинируют нюрбинцы, но вот не хватает, немножко не хватает точности. Но вот сейчас до последнего не решался, да, пробить Виталий Михайлов. Ну и 13 минут 30 секунд есть во втором тайме.
Да, передача прошла, и Роман Иванов мог сейчас забивать. Виктор Винокуров смещается в сторону центра, делает неточную передачу. Петр Супцов. Вот, протащил мяч и пытается сделать передачу. Тут борьба идет за мяч. Так, и судья тут проводит профилактическую беседу со Слепцовым. Нюрбинский район, 4-й фол. Уже 4-й фол у нюрбинцев. Четвертое нарушение правил. Мы напомним, что в случае 5 нарушений правил, то команда уже не имеет права фалить, так как при 6-м и каждом последующем нарушении правил будет назначаться 10-метровый удар. Ух, тут неприятный момент. Наступили прям на колено. Челданский улус, 2-й фол. Ну, это, конечно, без всякого злого умысла, само собой. В динамике так получилось. Но тут потребуется помощь медицинского персонала. Ну, да, тут дело не в том, что кто на кого наступил, да, оказывается, вот колено в колено. Крайне неприятное столкновение. Ух, тут, да, досталось, конечно, Виталию Михайлову. Центр традиционной китайской медицины Пекина Хуата. Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Благовещенск еще никогда не был так близок. С 24 августа запускается новый поезд Нижний Престиж. Благовещенск. Прямое сообщение с продажа билетов уже открыта. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Обращайся. Это бесплатное приложение для передачи обращений в администрацию наследия вашего улуса. Следите за последними новостями вашего района, чтобы всегда находиться в курсе всех событий. Можно найти юридическую и бухгалтерскую помощь от квалифицированных специалистов. Обращайся. Доступно по QR-коду. Служба спасения Якутии напоминает, что основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. В лесу запрещено бросать непотушенные спички и окурки. Выжигать траву, разводить костры. А если вы оказались в очаге пожара, покидая опасную зону, выходите в сторону, откуда дует ветер, на дорогу, просеку или к водоему. Дышите через мокрый платок или смоченную одежду. Если не хватает воздуха, пригнитесь к земле. Единый телефон спасения 112. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Я смотрю, Виталий поднялся и, прихрамывая, покидает площадку.
Сиди Перес попытался сделать передачу. Дальний удар мимо. А, 8-0. Серьезное преимущество Солданского Улуса в этой встрече. Ну, очень интересная группа, конечно, Усть-Солданский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский Улусы. И тут, конечно, в первом же туре у нас заречное дерби. Так, ну тут, мне кажется, желтая будет. Николай Антонов, да, получает горчичник. Да, досталось вратарю Усть-Солданцев. Район, 5-й фол. Предупреждение получил группа команды Нюрбинского района. И все, нюрбинцы висят на 5 фолах. Нарушать больше нельзя. Ну тут, конечно, я думаю, Николай Антонов прекрасно понимал, что страж ворот будет первым на мяче. И все же решил, да, вот. Ну, это спорный момент, потому что Николай Антонов ведь тоже, он доигрывал эпизод. Он же, наверное, что хотел? Чтобы при выносе, например, как-то заблокировать, чтобы его сокомандники подняли. Но тут все-таки на повторе было видно, что вратарь, он был первым на мяче. И, конечно, ну сейчас, конечно, легко говорить, что не стоило Николаю Антонову так стелиться до последнего. Но в динамике, конечно, человек оценивает все иначе. Пожелаем здоровья вратарю солданской команды. Замена вратаря у нас уже состоялась. И какую комбинацию проводят усть-солданцы. Николай Савин мог забивать.
Прогноз погоды представляет жилой комплекс «Илге». Надо ближе к центру. У нас весь город центр. Инвестировать надо в то, что вырастет в цене. Тихо! Дом комфорт-класса, сад и школа рядом, цена отличная. Вкладывать надо, перспективная. Век живи, век учись. Внимание! Акция снижения цены до 15 июля 2022 года. Горы вокруг Уснеры всегда привлекали любителей активного отдыха. Кто-то шел покорять свою новую вершину, кто-то пофотографировать поселяхи, а кто-то просто уйти от шума и суеты. В последнюю неделю июня в Уснере прошел первый республиканский фестиваль альпинизма «Полюс холода». Организаторы – Федерация альпинизма и скалолазания республики. У нас в республике мы проводили сборы неоднократно, но тем не менее альпиниад не было никогда, и вот первый раз мы решили попробовать в честь столетия СССР поднять много желающих людей, совершить спортивное восхождение, выполнить норматив альпинист по программе «Альпинист России». А почему выбор пал на Емикунский район, на Уснер? В Уснере самая хорошая логистика с точки зрения наличия категорийных гор и близости инфраструктуры. Можно запаковать рюкзак, выйти на маршрут, выйти из ДЮСШ там, например, и ты уже на маршруте. Через 11 километров уже будет гора. Таких близких от населенного пункта категорийных гор в Якутии больше нет нигде. Участники нашего фестиваля — это обычные люди. Например, в основном молодежь, но разных возрастов есть люди, в том числе люди, кому и 60 лет, и 70. Самому молодому участнику у нас 14 лет, самому пожилому 78. Участники приехали из города Якутска, группа организаторов это 25 человек. Каких-то инструкторов мы позвали с разных городов России, с Красноярска, с Ростова, с Братска, с Москвы. Есть один представитель, который приехал на фестиваль специально из Германии. В прошлом году мы создали Федерацию спортивного туризма городскую. И мы понимаем, что дети ведут, особенно городские, малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, она встречается. Особенно после пандемии мы видим много детей с избыточным весом. Поэтому было принято решение создать федерацию и активно работать. Также мы создали маршрутно-квалификационную комиссию, которая готовит уже на маршруты. И 22 ребенка с руководителями едут. Занимаются они. Мы в течение года готовили
на базе Дворца детского творчества города Якутска, преподавателей, тренеров, ну, также и общественников, быть сертифицированным туристом. И они вот уже с соблюдением всех мер безопасности, правил и так далее занимаются с детьми. Мы очень надеемся, что фестиваль он придет вот уже традиционную форму. Одной из вершин мы мечтаем дать имя «Дети Азии», чтобы дети, которые занимаются спортивным туризмом, скалолазанием, также самый, уже пик, это уже альпинизмом, могли уже ходить в горы. И у нас уже пробиты трассы, мы работаем уже несколько лет, приходим потихоньку, делаем маршруты. И вот нынче тоже Евгений Дмитриенко пробивает мультипич. Это высотный скалолазный полигон высотой 240 метров, который он будет уникальный. Республика наш первый. И фестиваль у нас тоже первый республиканский. И надеюсь, что он превратится в традицию. Мы пообщались с педагогами, организовавшими выезд группы школьников для участия в фестивале. Узнали об этом фестивале еще в прошлом году, что он будет к столетию ЕАССР. И когда нам предложили поучаствовать в нем, мы, естественно, согласились. 13 детей, то, что мы смогли, и 9 педагогов молодых. Потому что мы понимаем, что только своим энтузиазмом мы ничего сделать не можем. Это надо взрастить свои кадры, чтобы в будущем потом на них опираться. Туристы — это особая когорта людей, наверное, которые, именно проявляют свои качества в какой-то такой неформальной или экстремальной среде. И мы детей, которые в школе абсолютно ничем себя не проявляют, видим вот в таких условиях их совсем с другой стороны. И мое глубокое убеждение еще плюс к этому, чтобы в такие походы ходило как можно больше педагогов, потому что здесь и получается вот эта вот связь между детьми и педагогами, и в будущем уже вот эта нить, она крепнет, они больше лучше понимают друг друга, соответственно, и качество обучения повышается тоже. Мы планировали приезд сюда, и, цель нашего туризма было бы это увидеть самую нашу северную красивую речку Индигирка, да, то есть она считается у нас на планете Земля самой холодной, и потом вместе с Федерацией альпинизма во главе с Алексеем Клементьевичем нам предложили поучаствовать в фестивале «Полюс холода». И, соответственно, долго не думая, мы с нашим советом, то есть Якутская городская федерация спортивного туризма, на совете мы приняли решение о том, чтобы участвовать в этом фестивале, потому что, все-таки, такое бывает только раз в жизни. Для детей это поучаствовать в таком масштабном событии, это для них очень большой опыт. И я так думаю и очень радуюсь, что они заразятся альпинизмом и начнут продолжать. Скажите, ваши ожидания в какой-то степени оправдались? Ожидания оправдались. То есть мы сюда ехали впервые, и для нас все эти пейзажи, которые мы увидели по дороге, да, перевалы, Змейка, Прижим, да, то есть впечатление огромнейшие, дети были в восторге. Не только для детей, но и для педагогов это было что-то невероятное. То есть мы из городской суеты погрузились в некую такую дикую сказку, можно так сказать. В программу фестиваля включили обучающий инструктаж, тренировочный поход и восхождение на вершину горы Афродита. Все, совершившие восхождение, получают значок и удостоверение альпиниста. Наша съемочная группа, к сожалению, альпинистами не является, поэтому все фото и видео снимали сами ребята и с нами любезно поделились. Дошли до снега. Вот Афродита. Наконец-то Галию глаза. Прям как Эверест. Тут у нас кухня. Специально готовят для альпинистов.
готовность номер 1 к восхождению. Выпускник 11 класса. Поедет учиться в Владивосток. Будущий инженер. То есть, соответственно, перед выходом, да, около термос есть горячую воду. Быстренько приготовили себе, взяли. Кашку убили. Главное не поскользнуться. Высота 1990 метров. Вершина. Есть у нас в городе Якутске во второй школе люди занимаются скалолазанием и альпинизмом. Записалась сюда в 2019 году и услышала, что у нас есть горы красивые Афродита, пик, еще пик Победы. Они категорийные, то есть можно становиться вот альпинистом у нас на родине, никуда не выезжая. И когда вот нынче в этом году объявили фестиваль альпинистов, посвященных столетию Якутской АССР, я сразу же записалась заранее, запланировала свои дни, и вот я здесь. Но вы не пожалели, что приехали? Нет, конечно, это такой адреналин, это вообще такие эмоции, их нельзя передавать. Быть в моменте — это супер. Вот что-то такое самое запоминающееся? Самое запоминающее, вот когда ты достиг вот этой цели, прямо вот такое удовлетворение и свобода, свобода полета, то, что ты это сделал для себя, что ты победил себя. Не гуру победить, а себя победить. А Екатерина Копырина восхождением на гору Афродита отметила свое 60-летие. Здорово, правда? Было сказано, в прошлом году уже планировали, сказали, что этот фестиваль посвящается столетию СССР, поэтому я сразу захотела туда. А потом только поняла, что это придется на мой день рождения. И не отменили? Нет, конечно. А что вас вот, в таком возрасте, с таким тяжелым рюкзаком, по горам, по камням, вот что вами движет? Я люблю туризм. Детей обучала туризму. Сама сейчас бегаю по спортивному ориентированию. В прошлом году завоевала кубок «Российский азимут» по спортивному ориентированию. Это преодоление себя. Не хочется в старости лежать в постели и считать болячки. А в Ямиконские горы я приехала в 2015 году. И когда мы стояли на высоте, нам показали гору Афродита. И сказали: вон она, Афродита. И я сказала, что приду туда. И приехала через 7 лет. Мы обучались курсу альпинизма, все девочки, вот, которые со мной. Поэтому это как бы практика получается после теории, после курсов. Вы не пожалели, что приехали? Зачем? Вы что? Я рада. Просто немножко жаль, что очень сильные горы, на очень сильные горы я не поднимусь. Я поставила себе новые цели. Ну, не горы, а вот как я буду развивать свое тело, чтобы сходить еще куда-нибудь на другие горы. Старший тренер фестиваля, руководитель базового лагеря Василий Иванович Иванов результатами фестиваля остался доволен. Я не знаю, в последнее время, лет 20, наверное, такого масштабного мероприятия среди альпинистов, молодежи нашей. У нас более 60 человек стало альпинистами России. Выполнен нормативный зачет «Альпинист России». Кроме этого, значит, мы еще прошли ряд сложных альпинистских маршрутов, чтобы спортсмены Якутии могли выполнять спортивные разряды. 3-й и 2-й спортивный разряд. Вернулись альпинисты с гор бодрыми и энергичными. А вечером всех ждала праздничная программа в зоне отдыха. Поздравляю всех с Днем Аймяконского района, а также с успешным завершением фестиваля альпинистов на полюсе холода. А закончился вечер песнями у костра, потому что нет ничего лучше и душевнее, чем песня в кругу друзей.
Усалдан улуғын олықтақтырын онына гәлжіттарын, ақсыз сақа херин народтарын спортивной ойнуларын күнлерінен сақа сударыстывыннай циркатағар дәліз, онына отыйын ақсыз күнігер. Маягатта бер қара стадионға на старт внимание цирден, жонглердар, гимнасттар, акробаттар, фокусниктар, клоуннар онына дрессированный кыллар кыттыла, брагынниктағы тәрәхіңе ыңырар. Цирк әйгетін, ураты көстүтін, оттарымаң. Букеты бывают разные, и поводов купить цветы тоже достаточно. Студия флористики Лены Бочковской, Пушкина, 21, 727-007. Ты сказал, нам организуешь. Вот, мы будем охотиться. Soll du mich einfach nicht laut! Immer gehen!